Добрый вечер, дорогие соотечественники. Еще на несколько дней мы стали ближе к свободной Беларуси. Я благодарю вас за поддержку. После моего первого выступления меня поддержало много людей. Сотни людей присылали письма, звонили, присылали сообщения по электронной почте, жали руку на улице, говорили: мы с вами. Люди поверили мне. Особой подпиткой для меня стало посещение 8 городов на прошлой неделе для встречи с избирателями. Это действительно были люди, которые верят в перемены. Абсолютным подтверждением независимых социологических опросов стало то, что белорусы поверили, что можно избавиться от диктатуры. Эти опросы показывают, что у Лукашенко нет поддержки. Его рейтинг сегодня менее 20%, в то время как рейтинг альтернативных кандидатов в целом более 50%. Беларусь проснулась, и люди поверили в победу над диктатурой. И мы видим, что, несмотря на использование административного ресурса, Лукашенко уже проиграл. Белорусские и международные эксперты говорят, что в Беларуси неизбежен второй тур выборов. И если вы услышите иные результаты, знайте, это обман. Во втором туре я выиграю у Лукашенко. Я Андрей Санников, кандидат в президенты Республики Беларусь, руководитель гражданской кампании «Европейская Беларусь». Вы должны знать, что прямой эфир для альтернативных кандидатов в президенты был предоставлен только под международным давлением. И все было спланировано так, чтобы мы закончили свои выступления 4 декабря, и с 5 декабря на экранах был только один комичный персонаж. И были подготовлены лживые фильмы, передачи о лидерах оппозиции, о демократических кандидатах в президенты. Но власть испугалась. После моего выступления по телевидению, после выступления Владимира Никляева, у комментаторов и Лукашенко случилась истерика. Нас стали обвинять во всех грехах. И самым страшным была симпатия к России. Белорусы прекрасно понимают, что все, что говорят комментаторы БТ, других подконтрольных каналов, это ложь. И не стоит на нее отвечать. Но на одном моменте я хочу остановиться и дать отпор клеветникам. Потому что речь идет о гибели моего друга Олега Бибенина. Сейчас по всем каналам лукашенковские комментаторы радостно сообщают, что в Беларусь приезжали некие эксперты ОБСЕ, которые проводили расследование и признали, что причиной смерти Олега было самоубийство. Это переходит все границы морали и юридической корректности. 2 анонимных эксперта, которые приехали в Беларусь, не проводили расследования обстоятельств гибели. Они даже не знают русского языка. Они провели здесь 3 дня. И все, что они сделали, они изучили переводы бумаг лукашенковской милиции и прокуратуры. Эти эксперты не имели права делать такое заключение. Погиб один из известных журналистов, руководитель ведущего оппозиционного сайта, фактически руководитель моего штаба. Погиб за несколько дней до объявления президентских выборов в Беларуси. Даже Лукашенко сказал, что этой смерти сопутствовали криминальные обстоятельства. Но и после этого его не допросила прокуратура, его не опросили эти эксперты. Я могу раскрыть
причины, почему эти эксперты остались анонимными. После завершения следствия по делу волковыцких предпринимателей Николая Автуховича и Владимира Осипенко в Беларусь также был приглашен эксперт ОБСЕ некий Мартин Финке, который ознакомился с материалами дела и сделал вывод, что все это соответствует европейским стандартам и что Николай Автухович и Владимир Осипенко действительно террористы, которых подозревают в организации покушения на гродненского губернатора. После этого заключения ко мне подходили западные дипломаты и говорили: вот видишь, они террористы, а ты говорил политзаключенные. Мы все видели, что дело рассыпалось даже в Лукашенковском суде, что свидетели, которые оговаривали Автуховича и Осипенко, дали показания, что они делали это под принуждением, фактически под пытками. Эта экспертиза стоит в одном ряду с экспертизой по делу Олега Бибенина. Мы знаем, что Олегу не раз угрожали физической расправой, угрожали членам моей команды, членам моей семьи. После смерти Олега эти угрозы только усилились. Я и моя жена сегодня стали объектом жесткого телефонного террора. Поэтому я вынужден был отключить телефоны. И сейчас не могу отвечать на некоторые звонки избирателей. Простите меня. Я обещаю, что после смены власти расследование дела Олега Бибенина будет проведено лучшими белорусскими и международными экспертами, так же, как и дела пропавших лидеров оппозиции. Я обещаю, что дело об обстоятельствах гибели Олега Бибенина будет раскрыто, так же, как было раскрыто дело украинского журналиста Георгия Гангадзе. В прошлый раз я обещал, что я подробнее остановлюсь на своей программе. Она называется «Сильная Беларусь для свободных людей». Одного без другого не может быть. Мы станем сильными только когда станем свободными. Беларусь пора вернуть народу. 16 лет мы жили прошлым. Жалкие зарплаты и отсутствие защиты прав трудящихся. Вместо этого кабальная контрактная система. Вместо нормальных стипендий и пенсий – подачки к выборам. Вместо нормального медицинского обслуживания и образования – парады и ледовые дворцы. Нация вымирает. За время правления Лукашенко нас стало меньше на 800 тысяч человек. Стране как воздух нужна смена власти на всех уровнях. После моей победы будет созвано Конституционное собрание, которое утвердит изменения в Конституцию и вернет реальное разделение властей. Стране необходимы независимый парламент и независимый суд. Будет изменен избирательный кодекс. Пройдут свободные выборы депутатов всех уровней, руководителей городов. Для сохранения управления государством останется президентская форма правления. Но полномочия президента и срок пребывания в должности будут ограничены. Моя главная и первейшая обязанность – восстановить в стране законность. У нас нет независимого суда. Тысячи и тысячи людей находятся в заключении незаконно и по сфабрикованным обвинениям. Правоохранительные органы часто используются для лжесвидетельствования. Я сам отсидел 15 суток по свидетельству ОМОНовца, который заявил на суде, что я выкрикивал антиправительственные лозунги. Даже судья не смог удержаться от смеха, когда он сказал, что эти лозунги были. Этими страшными лозунгами было «за лучшую жизнь». Именно это мне поставили в вину и осудили на 15 суток.